Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл нашей передачи о героическом эпосе кыргызского народа «Монасия». Как я вам говорил раньше, мною на основе варианта сказителя «Монасия» Сагынбаева-Розбакова написан пятитомный роман в прозе «Монас». Вот этот роман в 5 томах перед вашими глазами. Затем я эту свою книгу перевел на русский язык, и оба этих варианта в настоящее время включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного материала при изучении эпоса «Монас». О высоком качестве моего произведения свидетельствует факт, что он включен в сотомную всемирную туркоязычную антологию. Вот эта книга, она была издана в прошлом году, в 2022 году в Узбекистане. И там, значит, 9 томов, посвященных кыргызской литературе. И вот в эти кыргызские девятитомники в 88-м томе опубликован первый том моего произведения на узбекском языке в переводе известного узбекского писателя, поэта Рахима Каримова. Ну и кроме того, я вот в течение нескольких месяцев выступаю с видеороликами на кыргызском и русском языках, где рассказываю об эпосе и читаю отрывки из романов своих. Надо сказать, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. То есть это значит, что теперь любой житель нашей земли может ознакомиться с Монасом, эпосами, моим произведением на своем родном языке или языке наиболее доступном ему. Вот это все, что я хотел вкратце вам рассказать о эпосе и романе своем. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. «Мы поймали хана проклятых тюрков, которые взбудоражили нас», — сказали они. «И эти подонки выбрали хана молокососа, как будто они нашли другого. Ты погляди на их гонор. Сами еле ходят, а туда же собрали армию и приперлись к нам. Если они не смогли выбрать правителем достойного человека, то какого хрена они так выпендриваются?» С ненавистью глядя на них, Бахмуров внезапно заметил среди них Канышая. Увидев ее стройный рост, черные брови, румяное лицо, сияющие глаза, гибкую талию, черные густые волосы, жемчужные зубы, поняв, что она очень умна и обаятельна, юноша, со всех сторон оценив ее и не найдя недостатков, мгновенно влюбился в девушку. Ошарашенный мальчик не смог продолжить путь, упал на дорогу без сознания. «Ой, кажется, этот пленник сдох!» — испуганно закричали охранники. «Что теперь с нами будет?» Бахмуру также понравился Канышай. «Этот юноша очень красив», — подумала она, сразу воспылала страсть к нему. «Если он стал моим мужем, как было бы здорово!» Когда Бахмурон упал, испугавшись за его жизнь, она подбежала к нему. Внимательно взглянув, Канышай поняла, что юноша не умер, а просто потерял сознание. «Кажется, этот мальчик припадочный», — облегченно вздохнула она. «Принесите воды». Исполняя приказ среднего роста, рыжий, полный охранник побежал и принес маленький ведро холодной воды. Канышай окунула свой веер в него и прыгнула в лицо Бахмурона. От прикосновения воды он вздрогнул и медленно открыл глаза. Увидев, что пленник живой, охранники очень обрадовались. «Вставай, негодяй!» — зло произнес рослый, широкоплечий, смуглый их начальник. «Идем в Зиндан!»
Горожане остались недовольны охранниками и начали шуметь. Почему жалеете сына тюрков, напавших на нас? Стали возмущаться они. Немедленно убейте его. Таких захватчиков надо уничтожать с корнем. Услышав их требования, Канышай растерялась. «Не убивайте его!» — крикнула она. «В чем он виноват? И если есть вина, то она лежит на его родителях, братьях. Он сам ни в чем не виноват. Не трогайте его!» Кто осмелится пойти наперекор воле ханской дочери, которая так неистово защищает пленника? Все остановились, не зная, что делать. В это время к ним подошла среднего роста, белолицая, чернобровая, черноглазая царица Бегаим, одетая в красивое красное платье и белый платок. Увидев Бахмуруна, она была поражена его красотой. Оказывается, пленник очень молодой, красивый, обаятельный юноша, восхищенно подумала она. Надо спасти его, женить на одной из моих дочерей. Приняв такое решение, Бегаим сурово посмотрела на горожан. «Что за чушь вы здесь болтаете?» — крикнула она. «Если вы такие смелые, идите за город, уничтожив всех тюрков до единого. Убейте всех кыргызов и напейтесь крови. Но зачем вы кидаетесь на невинного ребенка? Оставьте его в покое, не трогайте. Всему свое время. И если мы проиграем кыргызам, этот мальчик будет нам посредником, спасет наши жизни. Поэтому я не дам убить его». После ее слов никто не смог больше настаивать на убийстве мальчика. Когда горожане освободили дорогу, охранники отвели Бахмуруна в Зиндан. Таким образом, благодаря вмешательству Бегаим, сын Укутоя остался жив и избежал смерти. Воины, позволившие врагам пленить Бахмуруна, переполошились и получили нагоняй от Манаса. «Что хотите, то и делайте», — разозлился богатырь на них. «Найдите способ и верните Бахмуруна». Получив строгий приказ, кыргызы отправились на разведку и обманным путем выкрали хана Акуна, 6 вельмож и одного богатыря. А таких важных пленников по приказу Манаса была установлена большая желтая палатка, и им дали все необходимое. «Зачем ты так носишься с этими афганцами, создаешь им такие благоприятные условия?» — удивился Каргулчан. «Лучше дай приказ воинам хорошенько поколотить их, а затем бросить их в Зиндан». «Нет», — улыбнулся Манас, выправляя накинутый на плечи синий халат. «Жестокое обращение к пленным ханам не входит в военные традиции. Кто знает, возможно, враждебные сейчас нам афганцы в будущем станут нашими друзьями». «Это верно», — согласился ведь. «Дай приказ воинам выполнять все пожелания пленных». «Слушаюсь». Хотя никто ему не говорил, Акун прекрасно понял, почему Манас так обхаживает их. Просидев 2 часа в установленной для них палатке, пораженный суровыми поворотами судьбы, он, наконец, пришел в себя и вышел на улицу. Наступил вечер, и армия готовилась к сну. Акун решил оценить ее состояние. Увидев, что одеты в синий панцирь, вооруженные золотыми мечами и острыми копьями кыргызы находятся в приподнятом настроении, Луганец пришел в ужас. Из-под воли оглядывая их, Акун увидел, что они держат как огромные палицы, способные разрушить дома, и ездят на резвых скакунах. 40 витязей с широкими лбами, горбоносых, широкоплечих, статных, с лихо закрученными усами, Акун сравнил с 40 волками. «О!» — застонал про себя он, прищелкивая пальцами, на которых красовались золотые кольца. «Разве кыргызы, разгромившие ойратов, вырезавшие китайцев, пощадят афганцев? Как мы можем противостоять им, если они овладели веком, захватили Китай? Каждый 40 витязей способен победить
1000 наших воинов. Ахун, одетый в боевую одежду, с синим шлемом на голове, что его воины ни за что не смогут одолеть кыргызов. Он стал думать о том, как спасти афганцев от полного разгрома. У Тульку скверный характер, тяжело вздохнул Ахун. Он недалекий, избалованный человек. Если Тульку необдуманно начнет войну, кыргызы полностью уничтожат нас. Если Манас разозлится, захватит все наши города, включая Кабыл, Балых, Бадахшан, Маймун, Багдад. Не стоит с ним сражаться, а найти способ помириться и подружиться. Последующие события подтвердили правоту самых худших предположений Ахуна. Только, надеясь на свои войска, решил начать бой с кыргызами. Не нарушая воинских традиций, он отправил на поединок богатыря Дангибира. Получив благословение повелителя, богатырь на коне Ачкизыл, разозленный тем, что кыргызы похитили Ахуна, рыча, как голодный лев, сжимая в руке копье, наводя на всех ужас, вырвался на Майдан. «Я тигр Афганистана, поэтому не оставлю живым ни одного тюрка!» — громогласно заревел он. «Никто не смеет выйти против меня. На это может отважиться только тот, кому пришла смерть. Кыргызы, если вы такие смелые, выходите на бой!» Горцуя на коне, Афган не стал дожидаться соперника. На бой против него вышел Сыргак, не робевший, если видел 1000 врагов, а если вступал в бой против них, никогда не убегавший, начинавший только то дело, которое хорошо знал, не боявшийся бесчисленных врагов и протянутых пик. Ударив плетью копказыка, схватив боевое копье, способное пробить огромный валун, он поехал навстречу богатырю афганцев. Увидев Сыргака, Дангибир смело атаковал его. Афганец решил, что легко одолеет кыргыза, и ударил его копьем. Сыргак легко отбил удар и сам напал копьем на афганца. Копье пробило панцирь Дангибира и выскочило у него на спине. «Что это?» — хрипло застонал от боли тяжело раненый афганец. «Как я умудрился пропустить удар кыргыза? Права пословища, гласящая: если считаешь себя богатырем, считай другого львом». Тем временем Сыргак поднял врага на копье. Гоня перед собой его лошадь, он возвратился к своим. Когда Сыргак бросил афганца на землю, истекающий кровью Дангибир тут же отдал Богу душу. Увидев, как их богатырь, до сих пор не знавший поражений, стал легкой добычей Сыргака, афганцы переполошились. Сам хан Тульку был поражен смертью Дангибира. Он был очень опытным богатырем, одержавшим победу в десятках поединков. Чуть не застонал он про себя. Как Дангибир умудрился проиграть кыргызу? Печальной смерти знаменитого богатыря Тульку, гневно размахивая коротким мечом по воздуху, зло заорал настоящих рядом с ним сановников и богатырей. «Почему вы, как трусы, не выходите на поединок? Немедленно идите на бой и пролейте кровь того кыргыза». Выполняя приказ, рослый, широкоплечий, смуглый богатырь Челом-Хаир сел на коня Тазала и пулей выскочил на площадь. Опередив врага, он первым нанес удар Сыргаку. Ну вот, товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.